Это он просто не уплатил налог? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие шокирующие события развиваются в Таджикистане. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Суд столичного района Шох-Мансур вынес постановление о заключении известного блогера и журналиста Далери Мамали под предварительный арест сроком на 2 месяца. На его уголовное дело наложен гриф секретности. Далери Мамали, известный таджикский журналист и блогер, заключен под предварительный арест сроком на 2 месяца по подозрению в участии в деятельности запрещенных политических партий, общественных и религиозных объединений. Его дело получило гриф секретности. Далери Мамали обвиняется также в незаконном предпринимательстве и предоставлении заведомо ложных сведений о преступлении. Соответствующее постановление суда столичного района Шох-Мансур вынесено 18 июня. На судебное заседание допустили лишь адвоката, а родственники Далери Мамали сообщили, что не присутствовали при оглашении решения. Абдурахман Шарипов, адвокат Далери Мамали, сказал после судебного заседания, что с него взяли расписку о неразглашении подробностей дела. Власти не комментируют факт задержания и предварительный арест Далери Мамали. Складывается ощущение, что на дело наложен гриф, чтобы скрыть от общественности подробности дела. Об этом уже предполагали, и вот оно так и получилось. Как вы к этому относитесь? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Ряд таджикских журналистов выразили обеспокоенность арестом блогеров. Журналист и блогер Абдусатор Пирмухаммадзода считает решение властей о задержании Далери Мамали и Абдулло Гурбати неприемлемым. Думаю, что это своеобразный сигнал другим журналистам, мол, держите язык за зубами, в противном случае будете строго наказаны. Я считаю, что Далер и Абдулло стали жертвами своей профессии, жертвами закулисных политических интриг властей, добавил Пирмухаммадзода. Журналист Завкибек Саидмамин также серьезно обеспокоен судьбой Далери Мамали и Абдулло Гурбати. Всех нас, сотрудников СМИ, нередко вызывают на ковер, в том числе в известное всем ведомство. Мы не обижаемся, считаем, что это в порядке вещей. Они, мол, выполняют свою работу. Но когда какой-то чиновник считает себя оскорбленным из-за статьи или видеосюжета и поднимает руку на журналиста, это на самом деле вызывает серьезное беспокойство, говорит собеседник. Днем ранее журналист Раджаби Мирзо обратился к председателю Маджлиси Милли Маджлиси Оли и мэру Душанбе Рустаму Мамали и попросил заступиться за задержанных журналистов Далери Мамали и Абдулло Гурбати. В своем обращении журналист и администратор группы «Информация к размышлению» в Facebook Раджаби Мирзо пишет, что задержание молодых журналистов и гражданских активистов может сильно навредить имиджу государства. Месть чиновников за критику со стороны блогеров будет только на руку заинтересованным группам, которые будут использовать это в своих целях, отмечалось в обращении Раджаби Мирзо. Но ни одна из журналистских организаций Таджикистана, ни Союз журналистов, ни Нансмит, ни Совет по СМИ не выступили в поддержку задержанных блогеров. Руководители некоторых из медиаорганизаций заявили, что ждут комментариев официальных властей. Попытки связаться с председателем Союза журналистов Таджикистана не увенчались успехом. Международные правозащитные организации регулярно критикуют Таджикистан за ограничение свободы слова, попрание религиозных свобод и преследование инакомыслящих. Власти Таджикистана отвергают критические замечания и заявляют, что в стране соблюдается свобода слова и созданы все условия для свободной деятельности всех средств массовой информации. Как вы относитесь к тому, что за журналистов заступились только независимые работники и организации, а те, которые находятся в Таджикистане и являются официальными, хранят молчание? Они что, боятся за свою жизнь? У властей получилось всех запугать? Как вы думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!